смотрите тревел-шоу «Терка». В каждом выпуске два человека из соседних регионов меняются местами, и мы вместе с ними пытаемся выяснить, в чем кардинальное различие или же сходство этих городов. Привет, меня зовут Ваня Мещихин, это первый выпуск нашего сезона, и сегодня мы оказались в Пскове и в Великом Новгороде. В каждом городе мы проведем по 2 дня и попытаемся выяснить, где можно остановиться, куда необходимо сходить, что посмотреть и где вкусно покушать. А сегодня мы попробуем ответить на еще один вопрос, по которому Псков и Новгород уже много лет не могут договориться. Где начинается Россия? Если вам все еще становится не по себе от того, что приходится выходить из дома, а о путешествиях после пандемии вы и не мечтали, не переживайте. Все это мы возьмем на себя. Вам остается только подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. А сейчас самое время встретить наших героев. Это Алена. Она живет и работает в Пскове, а точнее является арт-директором креативного пространства «Шаг». Мы занимаемся помощью НКО Пскова и Псковской области. Мы организуем мероприятия, мы организуем всевозможные встречи. Алена любит делать зарисовки домов и улиц, в чем ей помогает ее образование художника-оформителя. Как ты добралась до Великого Новгорода из Пскова? Слушай, добралась прекрасно на машине с хорошей компанией, всего за 3,5 часа. Возможно, можно добраться и быстрее, не знаю. А это Даша. Она учится на журналиста в Великом Новгороде. Великолепно поет, но только учится играть на гитаре. Ну что, Даш, первым делом, естественно, все путешественники, кто-то думает сразу о достопримечательностях, но мы-то все знаем, что первым делом все заселяются либо в гостиницы, хостелы, отели. Сейчас мы быстро посмотрим гостиницу, а затем отправимся изучать Великий Новгород. Как тебе план? Отлично. Пойдем? Пойдем. Ну, в принципе, неплохо, достаточно светленько, чистенько. Это самое главное. Да, номер достаточно компактный, но при этом, в принципе, наверное, все, что нужно, вроде бы есть. Визитной карточкой и самым сердцем Пскова является белокаменный Кремль. Высота стен достигает 8 метров, а башен 35. Псковский Кром или Кремль был построен в конце 11-го, начале 12 века и занимает 3 гектара. Новгородский Кремль, или, как его раньше называли, детинец, в 3 раза больше Псковского Крома и занимает площадь 12 гектаров. В камне он был построен в 15 веке и вмещает на своей территории множество исторических зданий, памятников и музеев. Особо стоит выделить Софийский собор, который был впервые упомянут аж в 989 году. За моей спиной сердце новгородского детинца памятник тысячелетия России. И в обычный туристический сезон вокруг него находится примерно 1000 китайцев. Сам памятник представляет собой державу, наверху которой стоит ангел, который благословляет матушку Россию. На
стены Псковского Кремля мы поднялись бесплатно. Здесь пришлось купить билеты. И, если честно, протяженность не очень впечатлила. Буквально нам 100 метров дали пройти в одну сторону, и все. Даш, как тебе Псковский Кремль? Ну, они с Новгородским вообще, конечно, не похожи. Новгородский он и побольше, и здесь как-то вот все такое зеленое, и деревьев много, зелени. У нас, ну, как бы больше зданий, какие-то сооружения, камни. Действительно, Кремль, Тетинец, отличается от Псковского, но я уже говорила, размерами. Здесь много всего представлено. Здесь он действительно похож на такое защитное сооружение, а Новгородский Кремль больше выглядит как такой декоративный, красивый. Для красоты, да. Да. Мне очень нравится здесь работа с туристами, потому что ты действительно заходишь, ты видишь таблички, ты видишь обозначения, карты, все это переведено на английский язык, то есть нет никаких затруднений. Как мне кажется, я, по крайней мере, не столкнулась с таким. Я везде увидела для себя какие-то ответы, обозначения. Здесь как-то меньше иностранных туристов, как бы, я не знаю, даже это плюс или минус, но просто такое, как замечание. У нас очень много иностранцев. Как только ты сказала, да, что мало туристов, сразу же мы их встретили. Как ты думаешь, популярно это развлечение? И насколько это вообще соотносится, коррелирует с Кремлем Псковским? Что тут есть такой тир? Не, ну нормально, в принципе, оно здесь гармонично смотрится, выглядит. Ну и судя по той очереди, в которой мы стояли, которая сейчас, это пользуется популярностью. А этот замечательный парк, в котором мы оказались, расположился вдоль реки Псковы, совсем недалеко от Кремля. Парк заложен по проекту архитекторов из финского города-побратима Пскова Куопио. И так и называется – Финский. Чтобы сэкономить время и разглядеть парк со всех сторон, мы решили совместить приятное с приятным и прокатиться по нему на электроскутере. Даш, как тебе парк? Или, мне кажется, ты не успела его посмотреть? Но мы проехали мимо классной детской площадки, я видел, там есть мостики, ивы. Я, конечно, старался смотреть больше на дорогу, но взгляд успел бросить. Что скажешь про финский парк в Пскове? Крутой парк, не знаю. Думаю, что такой должен быть вообще в каждом городе, потому что столько всего для людей, где походить, посмотреть, покататься, куча активностей. Это очень круто. Ну и на самом деле вот как раз те же самые велодорожки. Мы старались ездить по ним, но, к сожалению, не везде получилось. Везде есть электроскутеры, есть электросамокаты, велосипеды. В общем, изучить центр Пскова и финский парк у вас легко получится на любом виде транспорта, который вы выберете. Почти в каждом городе нашей необъятной родины есть свои городские легенды, истории про духов и призраков. Ну что, проверим эти легенды на себе? Это Гремячая башня. Легенда гласит, что в ней беспробудным сном спит княжеская дочь. Красавицу прокляли, после чего она впала в бесконечную дрему. Расколдовать княжну сможет только добрый молодец, который не побоится 12 дней подряд провести возле нее, читая псалтырь. Говорят, что кроме княжны храбрец получит огромные бочки с золотом, звон которых псковичи слышат по ночам. К сожалению, 12 дней провести здесь мы никак не можем, но и справедливости ради, княжну я тоже не заметил.
Слушай, пойдем отсюда, а то как-то не по себе. Ну, отлично. А теперь мы оказались на аллее смерти в Великом Новгороде. На самом деле таинственного здесь очень мало. Мы находимся на территории Кремля в Великом Новгороде, и прямо на этих деревьях во время Великой Отечественной войны фашисты вешали наших партизан. И по словам новгородцев, по ночам здесь можно услышать крики. Слышишь? А, не, все нормально, это просто охранник. Да-да, все, сейчас закончим и уйдем. Уходим, уходим. Буквально в 15 километрах от Великого Новгорода находится место, где стояло Рюриково городище. Принято считать, что именно здесь в 862 году взяло свое начало государство российское. Княжеский камень был установлен на этом месте в 2011 году как своеобразный памятник. Кроме него, на месте Рюрикова городища можно увидеть только руины церкви Благовещения, новодельное, но уже заброшенное деревянное укрепление и прекрасный вид на реку Волхов. Даш, смотри, все очень просто. Сейчас будет небольшой блиц. Вариант ответа всего два. Либо Псков, либо Великий Новгород. Либо ты знаешь, либо ты угадаешь. В любом случае, наши зрители узнают какой-то новый интересный факт про один из этих городов. Итак, первый вопрос очень простой, разминочный. Через какой из городов проходил знаменитый торговый путь из Варяг в Греки? Псков. Великий Новгород, конечно. Правильный ответ — Новгород, потому что озеро Ильмень находится совсем рядом, и именно через него проходил этот торговый путь. Следующий вопрос. В летописях какого города было указано, что в местной реке завелись крокодилы? Так, ну крокодилы. Это что-то интересное. Не знаю, ну пусть будет Псков. Завелись крокодилы. В Пскове была такая легенда, да. По легендам и преданиям, в 1582 году купец какой-то, неизвестно точно откуда он был, но он из Каира вез крокодилов на продажу князьям, и его судно село на мель у реки Великой, рядом со Псковом, и крокодилы сбежали. Видимо, веселый был 1582 год в Пскове у местных жителей. И финальный вопрос. Как ты думаешь, в честь какого из городов названа планета? Планета? Ну, пусть будет Великий Новгород. Не знаю, почему-то думаю Псков. И ты права ровно на 50%, потому что и в честь Великого Новгорода, и в честь Пскова названы так или иначе небесные тела космические. В 1979 году в честь Великого Новгорода назвали малую планету под номером 3799, а в честь Пскова в 2002 году назвали огромную каменную глыбу диаметром в 10 километров и находится между Марсом и Юпитером. Так что Псков и Великий Новгород не только на карте России, но и на карте звездного неба тоже присутствуют. Нагуляв аппетит, мы отправились в заведение, которое нам посоветовали местные жители и сами герои. Там мы решили попробовать фирменные блюда из рыбы, которыми славятся Великий Новгород и Псков. Мы находимся в самом центре Великого Новгорода, а конкретно в баре «Чародейка». Мы находимся в заведении под названием 903. Здесь сразу находится несколько мест. Это и трактир, и бар, и пивоварня. А 903, потому что именно в 903 году впервые в летописях упоминается город Псков. Лен, расскажи, что ты себе заказала? У меня пельмени со щукой. Как ты думаешь, эта щука исполнит твое желание? Хотелось бы. Быть сытым – наше главное желание сейчас. Да. У меня судак по-псковски. Я заказал судака. А у тебя, сейчас я посмотрю, филе речного окушка. К рыбе я отношусь, ну, так, не очень, но решила попробовать, раз порекомендовали, что это одно из таких
Ну, посмотрим, какой будет окушок. Посмотрим. Приятного аппетита. Ты первая. Давай. Ну, давай вместе. Ну, я пока еще даже резала, заметила, что он такой довольно мягенький, нежненький, и по вкусу такой же. Судак и здесь, и в Пскове, возможно, найдутся любители-ценители, но мне почему-то кажется, что она достаточно безвкусная, то есть нет какого-то яркого выраженного вкуса. Вот у меня похожая ситуация. Я небольшой фанат рыбы, и более того, небольшой фанат пельменей, наверное, в целом. Но блюдо мне нравится, удивительно. Но нет, безвкусно точно я бы это не назвала. То есть достаточно яркий вкус и, правда, хорошо. То есть, мне нравится. Ну что, вердикт? Вкусно. Мне понравилось. То есть, вот из 10, пусть будет 8,5-9, почему нет? 8,5-9 это много, заявочка много, на самом деле. Да, действительно было вкусно. Мне все понравилось. Ну, я могу сказать тогда 10 окушков из 5. 10 примерно окушков так. из 5? Да. Это же на 5 окушков больше, чем 5 окушков из 5. Да. Судак, как я уже сказал, ни тудак, ни сюдак. Еще раз приятного аппетита всем, кто кушает вместе с нами. Я предлагаю прикончить эти блюда и двинуть дальше. В Великом Новгороде вы можете прокатиться на теплоходе или на каяках, можете арендовать велосипед или самокат, но если вы хотите действительно увидеть этот город, то у меня есть для вас предложение получше. Лена, прямо за нашей спиной сейчас надувают шар, на котором мы полетим. Какие у тебя предвкушения, ожидания, ощущения? Слушай, ожидания, я уверена, что это будет прям мега круто. Но есть легкий страх. Легкий, пока легкий. Мы прошли инструктаж, нас предупредили о всех возможных ситуациях, которые могут быть в пути, в полете. Мы можем касаться деревьев, Кустов, домов. крыш или воды. Фух. Ну что, ты готова? Ты готова? Вперед! Ну, назад, но вперед! Прежде чем мы подведем итоги вместе с Дашей и Аленой, хочется сказать, что лично мне Псков и Новгород показались очень уютными, компактными и комфортными как для туристов, так и для жителей. Это города, где история переплетается с современностью, а все вокруг кажется родным и понятным. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Что, 2 дня подошли к концу. Скажи, пожалуйста, какое у тебя самое яркое, самое запоминающееся впечатление от Пскова? Ой, ну, наверное, все-таки парки и скверы, вот эти людей, которые, не знаю, я не встречала их, чтобы они были настолько классные в таких, вроде бы небольших городах. Ну, безусловно, конечно, это полет. Это, наверное, воспоминания, ощущения и чувства на всю жизнь. А вот если попробовать взглянуть на город немножко глазами жителя, может быть, ты заметила какие-то проблемы, которые бросаются в глаза? Ну, вот я уже говорила о велосипедистах и о стандартной проблеме, она есть и в нашем городе. Это отсутствие каких-либо велодорожек и вообще удобства передвижения. Ну, то есть понятно, что есть какие-то разваливающиеся и развалившиеся здания, неухоженные территории, опасные районы, но это же Россия, здесь так принято для гостей и туристов иметь какую-то такую красивую картинку, а самим жить по ее другую сторону. Хорошо, если бы у тебя была возможность что-то перенять
из Новгорода для Пскова? Отношение к туристам, да. Наверное, туризм стоит развивать в Пскове, и стоит какие-то такие вот нюансы перенять из Новгорода, потому что города похожие, у нас очень похожие направления, и, в принципе, возможно, даже какое-то сотрудничество в этом плане. Я думаю, что вот это самое основное. Финский парк. Финский парк. Да. Настолько масштабного, наверное, ничего нет, чтобы можно было прям сказать, что да, вот это аналог. Такого нет. Ах да, мы чуть не забыли ответить на главный вопрос. Откуда начинается Россия? Рядом с Великим Новгородом находится Рюриково городище, которое считается местом, где берет свое начало наше государство. А если взглянуть на карту России, то Псков действительно будет одним из первых городов на пути с запада на восток. Получается ничья? Уверен, у вас, дорогие зрители, может быть свое мнение на этот счет. Так что не стесняйтесь и пишите его в комментариях. Может быть, мы узнаем что-то новое или поспорим, в каком городе Вече было круче. Это была терка из Великого Новгорода и Пскова. Подписывайся на наш канал, Подписывайся на Дашу и Алену, и если ты окажешься в Новгороде или Пскове, то можешь написать им, и они расскажут про свой город подробнее. Предлагайте в комментариях пары городов, куда нам стоит приехать. Путешествуйте по России, путешествуйте по своему собственному городу и следите за следующими эпизодами шоу «Терка». Пока!